89% школьников хотя бы раз получали сообщения в интернете от незнакомцев. Как защитить детей, подростков, молодежь в целом обсуждали в Башкортостане. У нас в регионе прошел президиум Совета общественных палат России, и одна из сессий завершилась в Чешминском районе на базе Евразийского музея кочевых цивилизаций «Турахан». Сегодня у нас в гостях Лев Крутов, эксперт Лиги безопасного интернета. Лев, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вам Республика Башкортостан, во-первых? Потрясающее место, отзывчивые люди, удивительная культура, мне очень понравилось. Чешминский район стал площадкой для такого масштабного форума. Что обсуждали, какие инициативы, идеи были озвучены? Ну, вообще, в принципе, у нас тематика достаточно актуальная. Тематика заключалась с точки зрения противодействия, в том числе различным деструктивным явлениям в среде. Но если говорить конкретно про форум в данном районе, то мы обсуждали определенные идеи, которые могут быть реализованы с точки зрения уже и нашего опыта, и с точки зрения опыта региона. То есть мы делились своими знаниями, и получился такой интересный симбиоз. Я думаю, что эти идеи найдут свое воплощение. А насколько в целом, вот если просто по-человечески, по-простому, интернет безопасен? Не существует безопасных мест, как в реальной жизни, так и в интернете. Это нужно понимать. И, к сожалению, сейчас интернет стал площадкой, которая, с одной стороны, удивительно сильно помогает. Мне очень нравится одно изречение. Интернет – это как джунгли. Есть места, где ты можешь нарваться на животных, где-то очень злобных и нехороших, а есть прекрасные места, где водопады и очень много всего красивого. Вот найти правильное место нужно уметь. И если ты не знаешь дороги, то тебе нужен кто-то, кто тебе должен это подсказать. Чаще всего это должны быть родители или же педагоги, учителя. Если они с этой функцией когда-то не справляются, то ребенок оказывается, конечно же, в ситуации, когда сам себе предоставлен, а, соответственно, может стать легко жертвой мошенников. Да, ну и как ребенок, так и любой человек. Ну а как так получается? Может быть, есть какая-то статистика, или вы, как эксперт, владеете информацией, что такого вот могут сделать эти недоброжелатели, что они все-таки умеют воздействовать на психику? Ну, вот тут на самом деле есть определенные фейки, да, когда говорят, что там, вот у меня часто обращаются, говорит Лев, ну, в основном подвержены влиянию мошенников люди более высокого возраста, ну, там, допустим, бабушки, дедушки и так далее, или же совсем молодежь. На самом деле жертвами мошенников в первую очередь являются платежеспособное население, возраста от 25 до 45 лет. Это их целевка. Если говорить про молодежь и взрослых, ну, извините меня, там просто проще. И какие слова или какие действия они находят, они все делают индивидуализированно. Теперь все проходит под конкретного человека, собирается его цифровой след, ищутся какие-то определенные моменты его страхов или же наоборот его желаний. И они предлагаются под определенные даты, определенные моменты жизненные, когда человек оказывается в ситуации, когда он или не готов к чему-то, или наоборот чего-то очень сильно ждет. Ну и они предлагают ему или конфетку, или же какой-то потаенный страх, когда говорят, что, допустим, твоя мама, твоя супруга, твой ребенок оказались в беде, ты должен помочь. И вот тут очень важно, конечно, развивать критическое мышление у населения в принципе и у детей, подростков, наверное, родителям в том числе. Да, да. Но вот такая цифра, да, была озвучена, 89%. То есть это практически почти каждый школьник получал какие-то тревожные смс. Да, от незнакомцев. Это надо понимать, не всегда тревожные, иногда это предложение просто познакомиться, но да, это данность. И я вот даже приводил на форуме такие соображения, что если вот просто взять какого-то обычного ребенка с улицы, сейчас, ну в возрасте, допустим, 10-12 лет, подойти к нему и с его разрешения посмотреть его телефон. Поверьте, найдем такое, за что иногда можно и уголовную ответственность этому ребенку в дальнейшем, да, каким-то образом сделать, или же найти истории, которые, ну, явно нам не понравятся. Практически у всех сейчас есть контент, который они или не замечают, или же он нативно им выходит. То есть, например, если не секрет. Да, что угодно. Ну, допустим, если мы берем компьютерные игры, то это вовлечение в различные группы по интересам. К сожалению, мы наблюдали игры,
которые переводят в закрытые чаты, там склонение детей к суициду, скулшутингу, ну, различные истории, которые для нас кажутся такими, ну, как будто такого быть не может. Ну, как... Это не в этой жизни. Не в этой жизни и точно не с нашими детьми. А, к сожалению, получается такая история, что вот это данность, и еще раз повторю, цифры, они не взяты откуда-то из потолка. Это история, не завышенные. Нет, это мы общаемся с детьми, это выборка совершенно большая. И дети сами говорят, конечно, они поднимают руки, мы спрашиваем, было ли такое? Они говорят, да, и показывают даже скриншоты всех этих историй. Но это действительно тревожная статистика. А есть ли какие-то, может быть, меры предосторожности? Вот вы сказали про компьютерные игры, у меня сразу возникла мысль. Есть ли сайты, где можно посмотреть родителям, чтобы обезопасить своих детей? Есть ли какие-то алгоритмы, где они представлены? Может быть, не все их знают? Ну, конечно. И вот тут мы тоже об этом сегодня говорили, что нужно повышать уровень цифровой грамотности вообще, в принципе, населения. То есть, с одной стороны, мы достаточно просвещенные, мы о чем-то слышали. Но с точки зрения непосредственно профилактических каких-то мер, мы, к сожалению, отстаем. То есть мы не обучаем наших детей, как правильно создавать их первые социальные сети, допустим. Мы сами об этом не знали. Мы не обучаем их, как правильно общаться в интернете. Да? То есть нормы этикета какие-то есть, сейчас уже появились новые цифровой этикет. Мы не рассказываем, что такое цифровая зависимость. А это тоже очень важно. На самом деле она сейчас ничем не отличается от наркотической и алкогольной с точки зрения выхода из всей этой страшной истории. То есть алгоритмы очень простые. Есть сайт Лиги безопасного интернета, где достаточно простым, легким языком можно посмотреть или видеоролики, или почитать методические материалы, где вам расскажут о том, что делать в той или иной определенной ситуации. Можно проработать с подростками или со знакомыми какие-то истории профилактические. И знаете, мы даже советуем, если вы покупаете своему ребенку первый гаджет, допустим, вы обязательно должны с ним проговорить, какие есть опасности, что делать, куда обращаться в случае беды. Иначе вы отдаете ребенку оружие, но не объясняете, как им пользоваться. То есть мы понимаем, что он сейчас оружием оно может стать лишь в случае, если его применять как-то... Мы живем во время информационной войны. И то, что раньше мы воспринимали как историю, которая была только на взрослых направлена, то сейчас это касается всех. Статистика, мы сегодня тоже статистику давали, было за 25 год совершено 1600 с лишним преступлений террористического характера в рамках страны, по данным МВД. Из них 1300 совершено подростками, 257 совершено детьми. Цифры страшные, были примеры, когда 8-летний мальчик совершил террористический акт. То есть понижается возраст уже, и даже глава Следственного комитета не так давно озвучивал мысль, что нужно понижать возраст уголовной ответственности до 12 лет. Мы можем и ниже опустить, но сам факт... Это не решит проблему. Конечно. Это будет уже просто данностью, поскольку это навевается тем, что такие преступления становятся все чаще и чаще. Но, безусловно, конечно, наша обязанность как родителей, как взрослых, как товарищей, соратников, объяснять, рассказывать и показывать личным примером, что такие ситуации могут быть. К сожалению, мы это чаще всего не делаем, думаем, что с нами это не случится, и дети, подростки оказываются в ситуации наедине. Предоставленными, сами себе. С телефоном. Я думаю, что как раз тот форум, который прошел на территории Республики Башкортостан в Чишминском районе и способствует разработке новых механизмов, каких-то инструментов. Почему именно Башкортостан был выбран для площадки этого форума? Потому что, во-первых, коллеги нас пригласили, и я так понимаю, что проблематика тоже назрела, потому что на самом деле, знаете, с точки зрения, все мы разные, у нас большое количество различных регионов в нашей стране, но проблематика, к сожалению, это не то, что сохраняется, она, к сожалению, увеличивается. Увеличивается количество преступлений, увеличивается количество некоторых историй, допустим, связанных с покупками в интернете, с точки зрения обманов, с продажей игровой валюты в том числе. То есть то, с чем мы не сталкиваемся в реальной жизни. Дети, допустим, могут потерять нож в игре, потерять, с точки зрения их вымогают или взламывают, который стоит 600 тысяч рублей.
То есть, для нас вроде бы какая-то компьютерная игра, где, ребенок там просто играет, проводит время, а дети вкладывают в это большие деньги. И вот подобные форумы позволяют, во-первых, поделиться опытом, во-вторых, узнать опыт, в том числе и вашего региона. То есть коллеги сегодня тоже озвучивали. Какие самые яркие, например? Различное программное обеспечение, да, с точки зрения мониторинга социальных сетей, тоже очень важно. Это одна из тем, которые мы тоже возьмем на вооружение, потому что у нас подобная история есть, но у вас она тоже очень хорошо развивается. И это, конечно, очень важно, потому что есть определенные паттерны, есть определенные моменты, на которые можно обратить внимание через социальные сети. И, конечно, бывают даже такие ситуации, когда ребенок, подросток, молодой человек кричит о чем-то в социальных сетях, прежде чем совершить преступление. И это можно предотвратить, если вовремя на это обратить внимание. Но лучшая история – это не блокировки, не мониторинг. Лучшая история, конечно, это профилактика. Это живое общение с элементами рассказа того, как быть, что может произойти, и, может быть, какой-то личной жизненный пример привести. Если, допустим, вы родитель, приведите примеры собственной жизни. Вот ко мне обращались, мне писали, говорят, ты ли на фотографии, а я понял, что меня хотят обмануть. И, в принципе, для ребенка это будет лучший вариант, чем к нему потом придут, допустим, правоохранительные органы и скажут, что мы тебя можем посадить на такой-то срок. Его, может, и не посадят, кстати, просто пожурят или поставят на учет, да. Но страшно будет. Страшно будет, но для ребенка это будет уже такая крайняя мера. А тут можно все это предотвратить, только найти время и слова для того, чтобы сказать ребенку лишний раз, что ты его любишь, что ты о нем заботишься, и все ограничения, которые возможны, и которые ты тоже можешь совершать, они не потому, что тебе хочется его ограничить по Конституции или какие-то права его нарушить, да, а потому, что ты его любишь, ты о нем думаешь, и ты хочешь, чтобы он жил в безопасности, и с ним ничего не случилось. Будем надеяться, что интернет станет со временем более и более безопасным. А так как все начинается с любви из семьи, то пожелаем родителям как можно больше контакта со своими детьми. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Успехов вам. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, что вы смотрели интервью на телеканале БСТ. С вами была Юлия Краснова. До встречи в эфире.